Получали ли вы когда-нибудь подарки от Санта-Клауса или Папы Ноэля? Загадывали ли вы ему желание? Возникает ли у вас чувство счастья, когда вы видите человека в его одежде или смотрите какой-нибудь фильм про него? Надевали ли вы хотя бы раз в жизни красную шапку, которая ассоциируется только с ним? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то знайте, вы такой же, как и я. Вы попали в ловушку захватчиков истории, которые долгие годы обманывали и вас, и меня. Многие из нас не в курсе, что этот забавный толстяк, чья жизнь проходит в помощи детям по всей земле, на самом деле был преступником и убийцей. Папа Ноэль, что по-французски означает «Отец Рождества», это прозвище, которое получил Николай, епископ Миры, города, находящегося на юге современной Турции. Впоследствии церковь причислила его к лику святых, и его стали называть Святой Николай или Санта-Клаус. Этот епископ был одним из глав священников, призывающих к еретическому обожествлению Христа. Он принял участие в известном Никейском соборе, о котором мы говорили в прошлой серии. На соборе этот человек, которого дети представляют как приветливого и веселого, диким образом избил священника Ария. Когда Арий приводил свои доказательства о единстве Аллаха, вместо цивилизованного диспута Николай низким и подлым образом набросился на него. Из-за такого поведения присутствующие были вынуждены выгнать его с этого собрания. В результате этой выходки его даже заключили под стражу. Из тюрьмы он вышел после событий Никейского собора, о которых мы также подробно рассказывали в прошлой серии. После этого он смог терроризировать христиан-единобожников и разрушать монотеистические церкви в провинции, где служил епископом. Естественно, ради сокрытия этих пугающих фактов от христиан, впоследствии церковь решила создать фальшивый образ своего поддельного святого, чтобы обманывать христиан с самого детства. Они должны были вырасти на любви к этому епископу, который исказил религию Христа, мир ему. Церковь украла одного персонажа, который существовал в скандинавской мифологии. Это был языческий бог, который воплощался в белобородом старце. Его звали Один. Согласно легенде, зимой он летал на своей повозке, чтобы раздавать подарки 25 декабря. Церковь украла у Одина все: его летающую повозку, подарки и даже дату его полета и белую бороду. Все это они прицепили к своему фальшивому святому Николаю, который на самом деле убивал, мучил и губил людей. То есть Папа Ноэль или Санта-Клаус, которого любят многие христианские дети и даже некоторые мусульманские дети, не имеет никакого отношения к детям или подаркам. Он был убийцей и террористом. Эту пугающую истину скрыли захватчики истории, которые обманывали нас с детства и играли на чувствах невинных детей, чтобы мы с вами оставались в плену у их истины, которую они написали сами, своими руками. Для того, чтобы добиться этой цели, они использовали порой низкие, а порой бесчестные средства. В большинстве случаев это были грязные средства. الأجل سرت اسألوا